Таджикистан вновь опроверг данные о строительстве военной базы при участии Китайской Народной Республики. Так, 8 августа на пресс-конференции в Душанбе первый заместитель министра внутренних дел республики Абдурахман Аламшозада заявил, что никто не строит центр в Иш-Кашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области. Что касается информации, что Китай якобы строит какую-то базу, она абсолютно недостоверна. Никакой базы, никакого центра в Иш-Кашимском районе Гбао и вообще в Гбао мы не строим, сказал он. Ранее 12 июля МИД Таджикистана также опроверг сообщение о наличии секретной китайской военной базы на территории страны, опубликовав текст на своем официальном сайте. Что касается сообщений в некоторых СМИ о том, что Китай якобы создал военную базу на территории Таджикистана, то сообщаем, что они не обоснованы. Этот вопрос не стоял и не стоит в повестке таджикско-китайских переговоров, говорится в сообщении. Представитель МИДа Китая Лин Цзянь тоже в свою очередь высказался с опровержением этой информации. «Я не в курсе ситуации, о которой вы упомянули, но могу с уверенностью сказать, что Китай всегда проводил независимую, мирную внешнюю политику и не имеет никаких военных баз в Центральной Азии», заявил он. Китайцы отжали 1500 квадратных километров у Таджикистана, и даже никто слова не сказал. Ни в каком ООН, нигде ничего вообще. Ни одного слова не говорили. Напомним, впервые информация о существовании китайской военной базы на территории Таджикистана была опубликована американским изданием Washington Post в феврале 2019 года. Журналист-исследователь издания Герри Ших тогда опубликовал в статье фото китайских военных, зданий предполагаемой базы и спутниковые снимки, а также проинтервьюировал китайских военных, расквартированных в военной базе. Согласно интервью, анализу спутниковых снимков и фотографий, а также личным наблюдениям журналиста Washington Post, китайские войска в течение как минимум 3 лет тихо следили за этим узким местом в Таджикистане, расположенным сразу за западной границей Китая. Говорилось в статье. Во время недавней поездки вдоль границы Таджикистана и Афганистана журналист увидел один из военных комплексов и столкнулся с группой китайских солдат в форме, которые делали покупки в таджикском городе, ближайшем рынке к их базе. Они носили на воротниках знаки различия подразделения из СУАР, где власти задержали около 1 миллиона уйгуров, коренного мусульманского населения Восточного Туркестана. Right now, we have around 3 million innocent people are in the concentration camps, only because they are Muslims, only because they are Uyghurs. Being Uyghur is not a crime status. Being Muslim is not a criminal case, criminal status. Yet, the Chinese government is waging war on Islam. They are putting these people in the concentration camps, telling the world that these people are radicalized. That's why they are in the camps, because Chinese government is worried for their national security. But people rejecting eating pork, or rejecting drinking alcohol, or just praying 5 times a day, or saying salam alaikum for each other, which is the most peaceful way of greeting each other, means peace be with you, or praying 5 times a day, or fasting during Ramadan. What do they have anything to do with China's national security issue? Right now, the Chinese government is deploying 1.1 million Han Chinese to Uyghur homes to live in their houses. Basically, what's happening today is government-sponsored mass rape on Uyghur people, Uyghur women. The Uyghur girls are forced to marry Han Chinese, and they cannot reject in fear of repercussions. Basically, it's the government-sponsored, the mass rape of the Uyghur women in the sham of marriage. Uyghur kids are taken to government-run orphanages. Over 500,000 Uyghur children are sent to government-run orphanages where they are being raised
as Han Chinese, forsaking their Uyghur Turkic identity, forsaking their religion, and being raised with communist ideologies.